В городской классической гимназии состоялся благотворительный концерт «Зажги звезду добра» в помощь Дарине Михайловой. Девочка родилась неслышащей. Благодаря имплантации ей восстановили слух, и сейчас требуется настройка кохлеарного аппарата и лечение в Центре реабилитации Тоша и Ко города Фрязино. Дети с радостью приняли участие в мероприятии, чтобы поддержать Дарину и ее семью. На концерте выступали не только учащиеся гимназии, но и приглашенные детские творческие коллективы. Знаменательно, что концерт состоялся в преддверии дня рождения городской классической гимназии. И уже по доброй традиции коллектив гимназии спешит делать добрые дела для нуждающихся. Слухоречевая реабилитация, она складывается из многих факторов, и она длительная. То есть надо заниматься до школы, после школы. В общем, периодически хотелось бы выезжать именно в этот центр после кохлеарной имплантации. Сбор очень для нас сейчас важен и необходим, и прямо именно в то время, в которое нам нужно. Мы планировали поехать в октябре, в ноябре на дальнейшую реабилитацию. Были мы летом, планируем октябрь, ноябрь. Как сбор закончится, может, мы еще добавим средства и хотим выехать. В сегодняшнем мире, наверное, это одно из самых важных направлений. Научить людей быть добрыми и приучать к этому, воспитывать это. Приучить к этому нельзя. Это можно только воспитать и сделать так, чтобы для человека это стало неотъемлемой частью его жизни. Делиться своим добром и помогать тем, кто в этом нуждается. Поэтому у нас все классы с 1 до 11 в той или иной форме участвуют в социальных проектах, благотворительных акциях. Дарина и ее мама стали почетными гостями на этом празднике. Девочка сидела с любимой игрушкой и с радостью смотрела выступления ребят. Это вообще такая уникальная, такая добрая акция именно от детей. Я просто вообще поразилась, это как чудо. Именно что городская классическая гимназия вызвалась, сами же свои дети выступают. Для детей какой пример, что они помогают другим детям. Мы просто, конечно, очень рады и в таком приятном шоке. В этот день силами школьников, родительского комитета и учителей было собрано 78 тысяч рублей. В этот день каждый совершил большое чудо для выздоровления маленькой Дарины.